памяти Владимира Ильича Ленина, основателя Советского Союза и вдохновителя Великой Октябрьской социалистической революции. Может, вот так? Да. Да. Сегодня наша цель — отдать дань уважения нашему Владимиру Ильичу Ленину, который многое сделал для страны, многое сделал для Чувашской республики. Благодаря ему появилась наша Чувашская автономная Советская Социалистическая Республика. И предприятия, которые гремели на уровне всей страны, даже мира. Наш промтрактор успешно конкурировал с многими иностранными компаниями. Сейчас все это утрачено, и только мы, только наша партия КПРФ может все это возродить, вернуть власть народу, чтобы не олигархи управляли нашей страной и нашим народом, а простой трудовой народ, как это было в Советском Союзе благодаря Владимиру Ильичу Ленину. А сейчас, да, вот товарищ Бусов тоже наш. Товарищи, сегодня самый скорбный день для всего бывшего Советского Союза, всего прогрессивного человечества. Нет Владимира Ильича Ленина. Но ведь капиталистская власть пытается их по-всякому Ленину. Сейчас буквально на днях в Госдуме выступает единороссов, депутатов. Уничтожить Красную площадь, вынести Владимир Ильича Ленина. Из года в год. Только вот этим мероприятием стараются, как бы их не показать. Как они ненавидят эти пришли капиталисты. Но мы, коммунисты, должны бороться с этим против этих, рассказывать о том, что под руководством Владимира Ильича Ленина, Советского Союза, руководства Сталина, что мы получили за эти годы. Современная идеология капиталистов не от ненависти к нам, их цель порабощения, ограбление России. Капиталисты – это те же бывшие граждане Советского Союза. Юрий Артемьевич Бусов возглавляет Союз советских офицеров, но он заблуждается. Современная политика не построена на ненависти к Советскому Союзу. Мы должны говорить о социальной справедливости. Вот в чем правда. В Чебоксарах, в конференц-зале партии КПРФ, есть небольшая библиотека с трудами основателя первого социалистического государства Владимира Ильича Ульянова-Ленина. И мы видим 55 томов. Здесь должен был стоять и 56-й том, проект государства с названием Советский Союз, но в данный момент я не обнаружил этот том, эту книгу. В масштабе всего мира Владимир Ильич – это единственный человек, оставивший в наследие российским народам свое великое учение. 56 томов. Не было более образованней Ленина. Нельзя сказать, что дело Ленина забыто. Забываем мы, россияне, о вот таких державах, как Китай, Америка, Великобритания, в высших учебных заведениях политэкономии учение Ленина изучают. А мы, неблагодарные, отвергли учение Ленина и Сталина.
В Соединенных Штатах ленинизм стали активно изучать с конца 40-х годов. В 1947 году президент Трумэн собрал верхушку американской науки на предмет и разведсообщества на предмет противостояния Советскому Союзу. И знаменитый математик Джон фон Нейман, когда взял слово, там были Теллер, отец водородной бомбы американской, там речь шла о технике. А выступал Джон фон Нейман и сказал: вы знаете, главное оружие Советов – это не техника. Главное оружие Советов – организационное оружие. Кстати, был впервые тогда употреблен термин «организационное оружие». И главным организационным оружием Советского Союза является создание гениального политического конструктора, как он сказал, 20 века Владимира Ленина – это учение о партии профессиональных революционеров. Трумэну эта идея очень понравилась. Трумэн сказал, нужно создать группу, которая займется изучением ленинского наследия. Изучаем это, и это ленинское наследие обращаем против Советского Союза. Был составлен секретный доклад, он был рассекречен только в 2003 году. И вот с тех пор, марксизм и до этого изучали, но с тех пор изучение ленинизма как оргоружия входит в программы большинства элитарных вузов Соединенных Штатов и Великобритании. А кто, кстати, слышал, что такое партия профессиональных революционеров Ленина? В чем суть? Правильно, американцам нужно, нам нет. Но дело в том, что против Советского Союза и было применено организационное оружие. Посмотрите в интернете. Второй съезд РКПБ, большевики, меньшевики, партия нового типа или партия профессиональных революционеров. Я думаю, что в истории России было таких два. Гиперболоид инженера Грозного и гиперболоид инженера Ленина. Гиперболоид инженера Грозного – это опричнина, а гиперболоид инженера Ленина – это партия нового типа. Это вот две вещи, два оргоружия, которые были созданы в России, мощнейших оружия, которые на основе одного возникло самодержавие, на основе другого советская система. Так вот, почему я заговорил о политэкономии? Дело в том, что политэкономия занимается тем, что в марксизме называется производственные отношения, то есть отношения по поводу неких объектов. Ведь очень простая вещь. Для того, чтобы понять, что это за общество, вот мы сталкиваемся с неизвестной нам системой. Чтобы понять, что это система, главный вопрос, на который мы должны ответить, какой? И после этого все секреты, они оказываются по принципу честертоновского Паттера Брауна, где умный человек прячет камешки среди камешков на морском берегу, где умный человек прячет сухой лист среди листьев в осеннем лесу, где умный человек прячет настоящие бриллианты среди фальшивых. Так вот, в качестве подсказки, у президента Никсона был помощник Чак Колсон. У него была любимая поговорка: "If you get someone by the balls, all other parts of the body will come by themselves." Если вы взяли кого-то за гениталии, остальные части тела придут сами. Вот что в любой системе самое важное? Вот вы ухватились за это, все, и секреты этой системы понятны.